Ну а мы продолжаем наш эфир. И сегодня, 13 ноября, состоится торжественное вручение стипендии «Знанием победишь». Это стипендия для талантливых педагогов и школьников, которая учреждена первым президентом нашей республики Михаилом Николаевым. И более подробно об этом событии нам сегодня расскажет Владимир Егоров, министр образования и науки Якутии. А также сегодня у нас в гостях новые стипендиаты. Это Данил Попов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики микроорганизмов Института молекулярной генетики Академии наук, а также Сергей Деминов, учитель Нерингринского информационного технологического лицея номер 24. Доброе утро. Итак, Владимир Анатольевич, вы как главный организатор мероприятия, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям об истории и значении этой стипендии. Доброе утро. Сегодня вся наша республика, и не только республика, празднует день рождения нашего духовного лидера, первого президента республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. И, конечно, сфера образования и науки также присоединяется ко всем поздравлениям. Мы знаем, как много сделал Михаил Ефимович для образования и науки. Это и международные спортивные игры «Дети Азии», это и движение «Шаг в будущее». И вот именно стипендия, которую учредил Михаил Ефимович, это тоже вот одно из детищ первого президента. Эта стипендия ежегодно, начиная с 2002 года, присуждается педагогам, учащимся, тем, которые проявили особо интересные результаты за прошедший период. И, конечно же, эта стипендия является стимулом для дальнейшего роста, поощрением наших талантливых педагогов, талантливых детей. И за это время уже вот с этим годом 99 у нас уже будет стипендиатов. Изначально стипендия предназначалась для педагогов и школьников, которые были родом из тех мест, где поработал Михаил Ефимович, где родился. Это, значит, Хангаласский район, потом Жиганский район. Дальше стипендия уже стала иметь республиканское значение на всю республику, а с 2012 года уже стипендию стали получать и деятели культуры, науки, внесшие такой хороший вклад в развитие образования всей республики уже из-за пределов нашей республики. А особенностью этого года является, что это первый год, когда лауреатами стипендии стали уже из-за пределов нашей страны. Ну, Данил Владимирович как раз у нас здесь сидит, да? Данил Владимирович, да, он у нас представитель из Российской Федерации, к нам приезжает уже неоднократно. Скажите, Данил Владимирович, как вы считаете, насколько важно изучение и знание биологии в эпоху цифровизации? Ну, биология уже давно на самом деле стала цифровизироваться, потому что эпоха секвенирования геномов, эпоха расшифровки генома человека приводит к тому, что, в общем-то, наши знания о коде генетическом, да, о последовательности генов, они накапливаются в очень большом количестве сейчас, и необходимо их, конечно, обрабатывать, цифровизировать. То есть все это превращается в цифры, в последовательности, в знаки. То есть наше здоровье — это уже некий набор параметров, да, мы можем их четко определить, мы можем знать предрасположенности к болезням, мы можем уже сейчас есть методы, которые позволяют работать с геномами, да, их как бы редактировать. И я надеюсь, что вот биология, у нее как бы цифровое будущее именно в том плане, что этих данных будет все больше, да, и, соответственно, мы сможем с ними работать, сможем понять, как мы устроены, как люди устроены, и помочь очень многим людям справиться с теми болезнями и недугами, которые их преследуют. То есть у биологии большое будущее получается, ну, да? Это наука 21 века. Ага, Никак Сергей не иначе. Иванович, мы знаем, что вы подготовили много ребят, много чемпионов, победителей, призеров различных конференций, чемпионатов по робототехнике. А как вы думаете, век новых технологий, не опасно ли стремительное развитие искусственного интеллекта для системы образования в целом? Ага, очень интересный вопрос. Часто мы задаемся таким вопросом, то есть как бы насколько сейчас в опасности, скажем так, профессии педагога в связи с широким развитием искусственного интеллекта и постоянным внедрением, совершенствованием именно робототехники как таковой получается. Ну, вы знаете, я думаю, мы вне опасности, потому что
Ну, такие черты человека, как креативность, прагматичное мышление, то есть как бы вот эти вещи невозможно заменить. Я думаю, робот в любом случае действует по какому-то определенному алгоритму, и я думаю, конечно, когда-нибудь настанет тот день, когда в каких-то направлениях робототехника сможет заменить педагога, получается, то есть сможет автоматика учить там каким-то определенным моментам. Но уверен, что учитель всегда будет на своем месте и обязательно, то есть как бы вот этот вот опыт, передача знаний от учителя ученику из поколения в поколение обязательно будет у нас всегда. Я недавно читала, что в Китае появился даже робот-ведущий, так что скажите, пожалуйста, а вот за какие вот заслуги можно получить вот эту стипендию, Владимир Анатольевич? Что нужно сделать? Ну, как правило, наши учащиеся, получившие стипендию, это ребята, которые стали лауреатами международных, российских конкурсов, победителями или призерами также вот, олимпиад российских, международных. А педагоги — это те педагоги, которые воспитали вот таких вот ребят. И вот наши сегодняшние коллеги, конечно же, воспитали множество таких хороших ребят, которые в дальнейшем, за которыми будущее нашей республики. Будущие ученые и Якутии, и России. Скажите, можно нескромный вопрос задать, да? Каков размер стипендий? Он, наверное, разный, она, наверное, разная, да, стипендия? Значит, стипендия присуждается из личных средств первого президента. Ну, это его, как говорится, На его усмотрение, на личное усмотрение. Да. Все понятно. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я вас поздравляю с присуждением этой почетной стипендии. Данил, приезжайте к нам еще раз. Обязательно. Показывайте нам ваш личный пример. Дорогие друзья, на этом я с вами не прощаюсь. Уходим на короткую рекламную паузу. Вернемся к вам через 2 минуты.